Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В поселке Усть-Мая прошли рейдовые мероприятия по контролю нахождения собак на самовыгуле. С владельцами собак проведены профилактические беседы, им выданы памятки о правилах содержания домашних животных. Между тем, во многих населенных пунктах региона по-прежнему остро стоит вопрос с бродячими собаками. Как реализуется федеральный закон об ответственном обращении с животными в улусах и городах республики, мы узнаем у гостей студии Саргаланы Павловой, заместителя руководителя департамента ветеринарии республики. Саргалана Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как организована работа с животными без владельцев на территории Якутии? Я бы хотела перед зрителями отметить то, что 498-й федеральный закон, так называемый в народе закон о собаках, он вступил в силу с 1 января 2020 года. И с этого момента работа с безнадзорными животными на территории Российской Федерации построена на принципах нравственности и гуманного отношения к таким животным. И на территории Республики Саха-Якутия приняты все необходимые нормативно-правовые документы во исполнении данного закона. И ежегодно, еще с начала 2014 года, эта работа у нас передана как отдельное государственное полномочие для исполнения органами муниципального образования. И ежегодно выделяется конкретный объем финансовых средств. А как происходит освоение субвенций? Почему органы местного самоуправления не используют выделенные средства полностью? Например, в 2020 году выделенный объем субвенций он составлял 60 миллионов, да, и было освоено где-то примерно на 56%. И в 2021 году выделено тоже 60%, и уже объем освоения составил 90%. И также в 2022 году объем выделенных субвенций составляет 60%. И тут самая главная причина неосвоения или низкого освоения выделенной субвенции – это отсутствие приютов на местах. То есть в 2014 году, когда по всей территории Российской Федерации, именно только на территории Республики Саха-Якутии был принят вот такой закон, да, о передаче полномочий по работе с безнадзорными животными. И в том году было выделено всем муниципальным образованиям свыше 22 миллионов рублей на создание и организацию пунктов передержки животных. Но в то время федерального закона не было, и такого понятия, как приюты, не было. И на сегодняшний день у нас имеется на территории 10 муниципальных приютов. Это Алайховском, Амгинском, Жиганском, Ленском, Мирнинском районах, и имеется еще 2 частных приюта, это в Валданском и Мирнинском районе. И в 10 муниципальных образованиях, в том числе в городе Якутске, имеются пункты передержки животных, которые именно проводят в отношении безнадзорных собак все вот эти 7 мероприятий, которые определены 498 законом. А из какого бюджета выделяются средства? Конкретно 498 закон, он именно передан на исполнение норм и положений субъектам Российской Федерации. И на территории Республики Саха-Якутия вот эти полномочия переданы законодательно, переданы органам муниципального образования. И на исполнение вот 498 закона только из бюджета Республики Саха-Якутия выделяется определенный объем для исполнения вот переданных полномочий. А в этом году какие деньги? В этом году общий объем выделенных субвенций составляет 60 миллионов, из них 31 миллион уже направлено для освоения муниципальной окружной администрации города Якутск, так как тут наибольший объем количества безнадзорных собак. И департамент ветеринарии в этой области он занимается распределением объема выделенной субвенции из республиканского бюджета, ведет контроль исполнения муниципальными образованиями вот
норме положения 498 закона и вносят изменения или принимают, утверждает какие-то нормативно-правовые акты именно в области обращения с безнадзорными животными. А в прошлом году сколько было выделено средств? Это такая же сумма? Такая же сумма. Это наш бюджет, он на 3 года, и на 3 года у нас по 60 миллионов стоит. А планируется ли еще строительство приютов в республике? Это очень такой сложный вопрос, потому что мы тут рассмотрели очень много вариантов строительства именно приютов, потому что именно по 498 закону вот все мероприятия должны проводиться именно только в приютах. Либо это государственные, муниципальные, либо частные. И рассмотрели, как я уже сказала, несколько вариантов, и сейчас остановились на одном варианте. Это софинансирование из республиканского бюджета и бюджета муниципального образования. Проект постановления правительства Республики Саха-Якутия нами подготовлен, и он уже находится на согласовании у заинтересованных ведомств и министерств. А какие проверки проводит департамент ветеринарии? Как я уже сказала, у департамента ветеринарии имеются полномочия по контролю и надзору за исполнением муниципальными образованиями норм положений этого закона. И в прошлом году были проведены 8 плановых проверок в отношении органов муниципального образования и должностных лиц муниципальных образований. Нынче было законодательно принято проведение 10 плановых проверок. Из них мы успели провести 4 плановые проверки. И в силу постановления правительства об особенностях проведения в 2022 году государственного контроля и надзора у нас остальные проверки они отменены. А какую просветительскую работу проводите в целях формирования ответственного отношения к животным? Это очень хороший вопрос, потому что все-таки ответственное обращение с животными, как я уже сказала, оно строится на принципах гуманности и нравственного отношения с животными. И такое отношение можно прививать у детей уже в силу их возраста. Мы их должны обучить, насколько животное это живой организм, как он питается, как его надо выгуливать, и решить вопрос получения нежелательного либо желательного потомства. И с этой целью у нас государственные инспектора проводят классные часы. Это в прошлом году было проведено 180 классных часов именно по ответственному обращению с животными. И уже на сегодняшнее число у нас классных часов проведено уже 170 часов. И тут проводятся у нас рейдовые мероприятия, мы вручаем памятки, рекомендации, мы проводим лекции, беседы, такого планового характера. И еще впервые в истории департамента ветеринарии мы в прошлом году издали ролик социальный, это 2 параллели из жизни животного, который демонстрировался на НВК Саха, в кинотеатрах и в социальных сетях республики. Это все-таки ответственное обращение должно быть, это живой организм, взяли и обратно выкинули, такого вообще не должно быть. А ведется ли какой-то мониторинг по безнадзорным животным, по численности? По численности, по поручению председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко был утвержден план мероприятий по внесению и принятию новых нормативно-правовых актов. И приказом Департамента ветеринарии утвержден именно порядок мониторинга, определения количества безнадзорных животных. И помимо этого еще у нас опять-таки приказом Департамента ветеринарии принят приказ об определении агрессивности, либо его наличия или отсутствия у безнадзорных животных. Ряд нормативно-правовых актов находится на согласовании, и мы надеемся, что в скором времени они будут утверждены.
Вот федеральный закон об ответственном обращении с животными активно обсуждался на всех уровнях власти, общественностью. Какую работу проводит Департамент ветеринарии в части изменений или доработки действующих нормативных правовых актов? Еще в 2020 году была создана межведомственная комиссия, это правительство Республики Саха-Якутия и Государственное собрание НТМ, которая проработала все вот эти предложения с участием кинологов, каких-то общественных организаций. Опять-таки мы обращались к государственным законодательным собраниям нашего Дальнего Востока, которые внесены изменения, и они направлены в Государственную Думу для внесения наших предложений. И в завершении разговора, если кто-то решился завести собаку, о чем он должен помнить? Мы тут не устаем повторять, потому что все-таки появление котят, щенят — это ни для кого не секрет является, да? Это естественный процесс, поэтому прежде чем взять щенка, там, подарить или котенка подарить, человек должен решить по потомству, да, это. Или, опять-таки, владелец не будет заниматься разведением породистых животных, то уже тут надо решить вопрос по стерилизации либо кастрации животных. И, опять-таки, решить вопрос, кто будет выгуливать, как будет питаться животное и так далее. И не могу не спросить, вот в каждом ли районе должен быть пункт приема вот безнадзорных животных? Приют животных должен быть во всех муниципальных образованиях, где появляются безнадзорные животные. И право муниципалитетов создавать муниципальные приюты. И тут индивидуальные предприниматели, либо юридические лица могут создавать свои приюты и оказывать на этих приютах также платные услуги. Потому что у нас очень много владельцев, которые выезжают в отпуска, и им некуда оставить, например, свое любимое животное, поэтому они могут оказать вот такие платные услуги. Сарглана Петровна, спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, мы сегодня поговорили об ответственном отношении к домашним питомцам. Оставайтесь на нашем телеканале.